Доброе утро! Новая неделя, новый день. Вы смотрите программу «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В студии ведущий Павел Танин. Екатерина Винокурова. Сегодня на календаре уже 30 августа. Последние 2 дня лета 2021 года мы доживаем. И будем доживать его, естественно, позитивно, энергично. И все для этого у нас сегодня есть. Узнаем много всего интересного в нашем эфире. Так, например, где же вот в Якутии, да, вот в последние дни августа можно собрать хороший урожай грибов, какие мировые рекорды установили в Кабардино-Балкарии. Также заглянем в творческую мастерскую, узнаем, как снимают сериалы. Также узнаем, как увеличить урожай помидоров в разгар осенних заготовок. Ну и, конечно же, вас ждут традиционные рубрики понедельника и интересные гости нашей студии. А помимо этого, вы можете нам помочь украсить эфир. Для этого можно поделиться своими замечательными, хорошими, удачными, а может быть и не очень удачными, тем не менее, такими эмоциональными фотографиями с вашего отдыха, потому что, я думаю, как раз пора отпусков, она фактически сейчас в таком, я думаю, в середине находится. Заканчивается, да, для кого-то начинается. Ну, для многих, как для нас с тобой, отпуск все-таки закончится. Я думаю, вчерашним днем. Мы не одни такие, поэтому делитесь с нами своими фотографиями с мест отдыха. Они могут быть оригинальными или просто вашими любимыми. Наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Ну, а также есть у нас страница в Instagram _подчеркивание Якутии. Там также, в принципе, можете поделиться своими фотографиями или просто посмотреть интересные материалы из наших выпусков, посмотреть повторы передач и так далее. Ну а далее вас ждет информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 5 градусов. В заречной группе 0,3 градуса тепла, в южных 1,6, в Вилюйской группе 10,11, в Нижнеленских 5,9 градусов тепла. В западных до 6,9, в Колымы-Дигирской группе от 3 до 14 градусов, в Янских 3,8 градусов тепла, на северо-западе 1,5. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 2 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем в конце дня ожидается небольшой дождь, утром туман нас ждет, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Сегодня днем температура воздуха составит 19-21 градус. Погода действительно стоит хорошая, по-моему, настоящее бабье лето началось с вчерашнего дня. Сегодня тоже нас ждет солнышко. Да, но тем не менее такой диссонанс погодный, мне кажется, ты тоже сейчас испытываешь, потому что буквально месяц назад мы уходили в отпуска, это было совершенно другие цифры на градуснике. Тем не менее, достаточно тепло для этого времени года, да, я считаю. 20 градусов вполне. Да. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы ознакомят нас со свежими новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Завершается доставка избирательных бюллетеней и избирательной документации в районы Якутии. Все они являются документами строгой отчетности, и члены территориальных комиссий сразу же по их прибытию начинают пересчет для последующего их надлежащего хранения, сообщает Центральная избирательная комиссия Якутии. Напомним, что в республике 34 территориальные избирательные комиссии в муниципальных районах и еще один пункт, объединяющий территории городских округов город Якутск и поселок Жатай. Авиакомпании «Полярные авиалинии» перевезли детей в села из отдаленных оленеводческих стад к началу учебного года. Такие рейсы выполняются традиционно каждый год. В течение 5 часов 2 рейсами экипаж вертолета Ми-8 перевез порядка 40 детей из 7 стад в села Сакырыр и Кустур. Полеты осуществлялись в гористой местности с подбором посадочной площадки.
Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Это проводится для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Только соблюдение мер позволит продолжить учебный год в очном режиме, заявил Кравцов, добавив, что все школы готовы к приему 17 миллионов школьников. Он также отметил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет. Мирный посетили велопутешественники из Швейцарии. Жан-Филипп и его друг Кристоф исколесили на велосипедах всю центральную Россию от Мурманска до Крыма и Абхазии. Теперь дошла очередь и до Мирного. Туда они приехали из Ленска. Жан-Филипп уже был в Якутии в прошлом году. Он путешествовал из Якутска до Тикси на внедорожниках. К этой минуте у меня вся информация. Спасибо нашим коллегам. Да. Ну, собственно, утро понедельника, часто мы говорим, что понедельник – это день тяжелый, но побить этот стереотип легко и просто. Нужно, главное, утро понедельника начинать бодро и позитивно. По поводу позитива есть много вещей, как можно набраться этого замечательного чувства и ощущения. А вот по поводу бодрости есть один простой универсальный рецепт. Да, сделать утреннюю зарядку. Доброе утро. Меня зовут Что Павлова Светлана. Я главный тренер спортивного клуба художественной гимнастики «Сардана». Сегодня мы проведем разминку, который может повторить любой у себя дома. Упражнения будут легкие. Итак, начинаем. Готовы. Руки на пояс. И релеве. И раз. И два. И три. И высокий полупалец 4. И 5. И 6, и 7, и 8. Наклоны вперед, голова, и я. Раз, два назад. 3 в сторону, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повороты головы направо, и я. Раз, через низ, влево, 2, 3, 4, и 5, 6, 7, 8. Хорошо. И руки в сторону. Поехали. Наклоны в сторону. И раз, два. Через низ 3, 4. И 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4. И 5, 6, 7, 8. Наклоны вперед, пор-де-бра. И раз. Назад. 2. И 3, 4. Ниже. И 5. Одинаково. 6. И 7, 8. Хорошо. Выпады направо. И готовы. Руки на пол. 90 градусов. Колено прямое. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулись налево. И готовы. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4. Колени Милана. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Садимся на пол. Раз. Вытянули ноги. 2. И на 45 ножки подняли. И раз, 2, 3, 4, 5. Колени. 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим на 45. Раз, 2, колени, 3, выворотные ноги, 4, 5, 6, 7. Побежали. 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножницы. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сели. Правая ножка наверх. И раз, 2. Вытянули. 3, 4. Наклон. 5, 6, 7. Саша. 8. Раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Хорошо, встаем. Сделали вдох, выдох. Наша разминка закончена. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Хорошего дня. Что ж, зарядка – это
помимо прочего, это отличный способ профилактики хорошего состояния здоровья, поддержка его в таком в тонусе, но тем не менее иногда наступает момент, когда уже необходимо вмешательство каких-то специалистов. Да, нужно вовремя проходить медицинские осмотры, различные обследования. Ну а если что-то случилось, лучше, конечно, обратиться к специалистам, к профессионалам. Так в медицине себя хорошо зарекомендовала Южная Корея. Да, но при этом как бы с закрытием границ в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, работа некоторых центров, которые занимаются, да, вот этой координацией лечения в этой замечательной стране, произошли сбои. Вот хотелось бы сегодня поговорить об одном центре, который, несмотря на пандемию, продолжает работать и никак его деятельность не поменялась особо. Сегодня в нашей студии Эльвира Михайлова, координатор лечения в Южной Корее. Эльвира, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Ну, как мы уже сказали, границы закрыты, однако компания Корея Медтур продолжает, да, активно возить своих пациентов в Корею. Как, почему? Да, к сожалению, многие пациенты не знают, и это очень печально, что даже во время закрытых границ, во время пандемии, уехать на лечение возможно, и даже обязательно, ну, как бы некоторым нужно, потому что есть такие виды заболеваний, по которым требуется именно очень точное обследование, либо очень точные хирургические операции, и откладывать это из-за коронавирусных каких-то ограничений, конечно же, не надо. Поэтому, конечно, несмотря на то, что в этот пандемийный период многие компании медицинского туризма не работали, из-за того, что ввели ограничения по визам, ограничения по билетам, какие-то въездные такие ограничения, наша компания продолжала и продолжает ежемесячно организовывать групповые выезды для пациентов в Южную Корею. Вот насколько активно сейчас люди ездят на лечение в Корею? В принципе, активность не изменилась. До сих пор это лечение в Корее является актуальным вопросом для многих якутян. И у нас наша компания в связи с пандемией также расширила свой ареал действия, поэтому к нам обращаются жители Узбекистана, Казахстана, Москвы и Сибири. Эльвира, расскажите, какими видами медицинских услуг занимается компания Корея Медтур? Мы занимаемся тем, что помогаем пациентам определиться с лечебным учреждением. Также помогаем получить максимально быстро консультацию нужного специалиста. И, естественно, помогаем ему собрать все необходимые документы, чтобы он получил визу и быстро уехал. Потому что это очень важно, на самом деле, правильно собрать документы. Сколько пациентов уже выехало за время работы вашей компании, выехало в Корею, получили медицинскую помощь профессиональную? Ежемесячно у нас группы формируются на данный момент от 5 до 10 человек. Ну, мы знаем, что корейские врачи проводят уникальные операции. Да? Сколько пациентов за время существования компании получили высококвалифицированную помощь? Ну, до пандемии, вы знаете, мы являлись лидером вообще в этой отрасли и делали одни из самых больших групповых туров. У нас ежемесячно от 35 человек в месяц уезжало на обследование, и кто-то из них оставался на операции, на сложное лечение. Конечно же, пандемия внесла свои коррективы, и поэтому многие, кто просто хотел там совместить отдых с обследованием, они на данный момент не могут просто так выехать без соответственных документов. Поэтому мы на данный момент, конечно же, берем тех, у кого самые сложные заболевания, такие как онкология, хирургия сердца, пересадка каких-то органов, печени, например, да, и вот так вот. А самые распространенные заболевания у якутян какие? К сожалению, это онкология толстого кишечника, онкология ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Это такие виды онкологии. Много аневризм. Сейчас из-за того, что летом были пожары, мы ждем того, что будет ухудшение состояния у многих по сердечно-сосудистым заболеваниям и иным обострение иных заболеваний, потому что онкология не возникает сама по себе, это накопительный эффект. То есть человек живет, не знает, а это все и воздух загрязненный, там, и экология, питание, экология, оно все накапливается, и в какой-то момент человек узнает, что у него поставлен страшный диагноз. Кстати, мы помогаем также своим пациентам тем, что не только готовим им документы на то, чтобы они уехали, но также и помогаем им собирать финансовые средства. На данный момент у нас лечится
два пациента, которым требуется помощь именно своих земляков. Если можно, я бы озвучила их Да, фамилии. конечно. Это Киприянова Мария Петровна. На нашей странице Инстаграм вы можете, Корея Медтур, да, вы можете увидеть все их данные, они готовятся к вылету, им очень нужна помощь. Пожалуйста, кто может, пожалуйста, поддержите их финансово. Вот, кроме того, у нас сейчас Селина Светлана Алексеевна лечится, она уже заканчивает лечение, и ей тоже очень нужна поддержка. Вот совсем небольшая сумма осталась. Вот. И тем, кто еще не решился на поездку, я тоже хочу сказать, что обращайтесь, мы тоже будем вам помогать, так же, как и вы сейчас помогаете своим вот односельчанам, одноземлякам. Ну, вот вы Да. затронули на самом деле одно из, наверное, там, страшнейших заболеваний современного мира. Это онкология. А какая вообще статистика по онкологии в Корее, ну, если вы такой информацией владеете? И отличается ли как-то методика лечения в Корее именно этих В заболеваний? чем уникальность лечения, да, корейских врачей? Это на самом деле очень сложный, долгий вопрос, который можно обсуждать долго и рассказывать. Это даже больше риторический вопрос, психологический, философский вопрос, да. Но несомненно то, что все наши пациенты отмечают, что медицина у них ушла на 20 лет вперед. Это не мои слова, это слова наших пациентов. Вот, что они очень благодарны, что они там оказались и получили, вот у некоторых они едут, у них диагнозы поставлены, допустим, какой-то определенный диагноз, приезжает у них совсем другой диагноз, они потом лечатся и вот как-то так вот. Особенно вот сейчас очень хорошо проходит пересадка печени, вот хотела сказать, трансплантология. Вот, допустим, в России, да, обязательно нужно, чтобы был донор определенного вида, ну, скажем, там, мужчина, женщина, Да. группа крови, ну, вот, чтобы максимальная совместимость была. Корея шагнула вперед многих стран в этом плане, поэтому, например, по трансплантологии печени, она когда возникает? После цирроза, после гепатитов, у нас их в Якутии очень много, гепатит Б, С, да, и так далее. Вот. Не надо ничего. То есть, неважно, мужчина, женщина, группа крови, все это не имеет значения. Они могут взять любого человека. И вот по трансплантологии я очень много могу рассказать, но там так это легко проходит. Так легко и комфортно. Через месяц печень отрастает у донора полностью, он вообще все забывает, да? А у пациента начинается новая жизнь. Это просто чудеса, на самом деле. Ну, вот еще немаловажный вопрос, как бы непосредственно для потенциально людей, возможно, которые воспользуются услугами Корея Медтур. Как вообще построена работа, вот, сбор документов и так далее? Ой, вот это самый наш конек, почему мы вот первее всех, лучше всех вот в этом плане, потому что очень легко просто происходит. Некоторые думают, ой, Корею, как это, наверное, что-то надо сложное такое делать. Нужно ничего собрать кучу документов, да? Да, ничего сложного абсолютно. Вы просто вдруг даже что-то, если у вас даже бумаг каких-то нет, просто вот у нас была женщина, которая сказала, что у нее дочь болела раньше онкологией, и она тоже боится, что у нее тоже что-то есть. Вдруг что-то есть. Вот просто пришла и говорит, вот у меня что-то есть, я прямо чувствую, но врачи ничего найти не могут. Вот, пришла, я говорю, так, иди туда-то, туда, сделай то-то, то-то. И она приходит с этими вот документами, я ее отправляю в Корею, и действительно у нее образование было. Оказывается, есть. У нее нашли, слава богу, потом ей там в Корее провели обследование, оно было доброкачественное. То есть она такая счастливая уехала. Вот, к тому говорю, что очень легко попасть на прием к корейскому врачу, и это все делается за один день. То есть мне пишут на WhatsApp, я не знаю, там написан мой номер или нет, вот по идее, да, вот пока я говорю. Да, он выходит. Да, и, в общем, звоните или пишите мне на WhatsApp, и в этот же день я вам тут же отвечаю, и в этот же день, возможно, я приму ваши документы, и утром вы уже поговорите с врачом. Всё. Отлично. Огромное Да. спасибо вам, Эльвира, за участие в нашем эфире. Да, мы желаем, наверное, крепкого здоровья всем, кто пользуется услугами Корея Медтур. Да, и Ну, всем нашим землякам, всем нашим якутянам, держитесь. Обязательно. Да. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И как бы здоровье человека, понятно, это, наверное, самое важное вообще, что может быть в жизни любого человека, но при этом многие люди любят ухаживать за вещами попроще, да, будем говорить о растениях, будем говорить о огороде. Да, конец лета это, конечно же, активно у хозяек, да, заготовки, сбор урожая. Многие огородники упускают из виду ключевые моменты. Да. В частности, речь пойдет о помидорах, потому что именно вот сейчас самая пора, когда максимально опасное для них время наступает. И заморозки, и туманы, могут быть дожди. Вот как вы сделаете, чтобы сделать такого, чтобы урожай, вот эти все трудности прошел и действительно порадовал во время сбора? У нас на очереди рубрика «Сад-огород».
Доброе утро, уважаемые телезрители и уважаемые дачники. Я хочу что сегодня вам предложить. Нужно вот этот не макушку оставить, и взять отсюда пасынок вот этот и отпустить. И он будет расти бесконечно. И может вот до сюда дорасти. Если же у вас много рассады, допустим, я это уже испробовала, все, можно садить по 2 растения. Вот так не 2 вести потом стебля, а 2 растения сажать. И уже тогда очень хорошо посынковать. Подошел, раз, все пасынки убрали. И они очень хорошо плодоносят, параллельно растут 2 растения. Это когда у вас много рассады. Земля не должна быть у помидора очень жирной. И не надо много перегноя, не надо много вот с весны им прямо вот давать перегноя и сажать сразу же. Они не любят это. Помидоры любят чистую только воду. Вот у нас, например, водопроводная вода, мы ее отстаиваем. И только при посадке мы добавляем немножко в дорожку в эту перегной перепревший и немножко комплексного удобрения. Просто вот так вот азофоску или нитрофоску 17 там вот эти все поровну. И я люблю очень гумат. Гумат плюс 7. Там все микроэлементы. Помидорам нужен бор с самого начала. Через 2-3 недели подкормка идет нашим коровиком, этим нашим навозом настоянным и золой. Но нужно очень осторожно применять ее на помидорах. Нужно полить их сначала, чтобы вот они влажные были. Даже я 2 дня жду, чтобы они напились как бы. Вот. А потом, ну, как обычно, 1-1,5 на ведро. И золы стакан целый. И поливаю. И после того, как подкормила, обязательно поливаю еще раз, чтобы вот так все удобрение это разлилось. Сорта, вот ранние, я уже сказала, у нас. И крупные, вот с той стороны крупноплодные. Очень любим мы сорта Мазарини, Кардинал, вот красные сорта, сочные, малиновые они. И вот здесь лежат, это гигант, уральский гигант, очень большие помидоры. В этом шоколадные. И, конечно, мы любим кистевые. Вот они, кистевые помидоры. Я, например, делаю, чтобы они спели. Я немножко их сушу, не поливаю. И вот когда уже они начинают, вот набрали свой размер, тогда они начинают, толчок им дает, что они начинают спеть. Но зато потом нужно что делать? Нужно маленькими порциями поливать, иначе они растрескаются. Но помидоры уже собирать надо, сбор. Конечно, не надо терпеть их до холода. Хорошего урожая в нынешнем году, чтобы хорошего сбора и сохранения. И, конечно, сделать заготовок много на зиму. Тоже говоря про сбор урожая и о том, что в начале передачи мы упомянули, что вы можете также дополнить наш эфир своими фотографиями с отдыха и не только с любимых активностей. Вот фотография от нашей телезрительницы пришла, как раз-таки задействованы, я так понимаю, большим составом семьи на сборе урожая, потому что сопровождается эта фотография сообщением «Конец сезона». Ну, пожелаем, чтобы урожай действительно был богатым, которого хватит на всю нашу долгую зиму. Да, одно фото на фоне замечательный урожай цветов, да, целый. Ага, ну, начался также и грибной сезон. На юго-западе Якутии, к примеру, в этом году урожай грибов просто колоссальный. Ну и не только там, кстати, у нас и в пригородах Якутска тоже активно в эти выходные, да, жители собирали. Заядлые грибники только и успевают соревноваться между собой в социальных сетях, кто
соберет больше. Да, и наши коллеги из Ленска вместе с грибниками отправились в это лесное путешествие на поиск этих замечательных, я даже не знаю, как правильно грибы назвать, Растений, да? растений хочется назвать, но по идее это в корне неправильно. Тем не менее, посмотрим, какой же урожай грибов им удалось собрать. Август для ленчан – грибная пора. Соцсети пестрят фото и видео полных лукошек грибов. В инстаграм районной газеты «Ленский вестник» даже появилась специальная рубрика, для которой подписчики из разных поселений высылают свои фото и видеоотчеты из леса. Герои нашего сюжета тоже отправились на грибную разведку. Иди сюда. Вон, смотри, какой красивый. Надеюсь, не червивый. Как ты думаешь? Ой, хороший, хороший. Какой большой? Самое излюбленное место для ленских грибников – Нюйская трасса. Вдоль нее всегда можно собрать и грузди, и рыжики, и белые грибы. Ежегодно всей семьей мы ездим осенью за грибами. Мы очень любим собирать грибы. Это очень увлекательное дело и полезное. Вот в этом году очень большой урожай белых грибов. И, наверное, только ленивый не набрал. Ленивый житель не набрал белых грибов. Да, Надя? Мы их с удовольствием собирали и достаточно собирали, приготовили. И замариновали, и сушили. Наши грибники провели время с пользой. Они не только набрали полное ведро рыжиков, но и насладились красотой и тишиной предосеннего леса. После городской суеты и шумного рабочего дня это полезно для здоровья. Параллельно бабушка провела мастер-класс по сбору грибов для внучки. Белый гриб – царь-гриб считают, потому что он самый вкусный. А почему же его называют белый? У него головка-то коричневая, как ты думаешь? Ножка очень белая. Потому что ножка и мякоть гриба этого, да? Когда его разрежешь, он никогда не краснеет, не зеленеет, он всегда белый. Надя с малых лет не отстает от взрослых и уже сама разбирается в грибах не хуже родителей и бабушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 грибов. Тамара Никитична не только заядлый грибник, она умеет еще и вкусно приготовить блюда из грибов. Некоторыми рецептами Тамара Галяпина поделилась и со зрителями нашего телеканала. Очень вкусные рыжики в сметане, если их жарить. Их без масла выкладываешь на сковородку, и они отдают жидкость и жарятся в этой жидкости. А потом заправляешь их сметаной, отдельно жаришь лук, заправляешь эти рыжики, и получается очень-очень вкусное блюдо. Я даже прочитала такой рецепт, что маленькие рыжики можно в бутылку спускать и засаливать прямо в бутылке. Вот. И еще я прочитала о грибах, вот к белым опять же вернусь, что эти грибы очень полезные для здоровья. Немного мы сегодня устали, но усталость у нас приятная, и будет вкусный ужин. Ну а мы по совету грибников тоже отправились на тихую охоту. Знатоки говорят, что самая грибная пора после дождя. И собирать грибы лучше по утрам, пока другие любители этого летнего лакомства еще спят. Поэтому перед работой мы заглянули в ближайший лесок и сразу наткнулись на маслят. Желаем всем нашим зрителям в этом году хорошего урожая. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Да, действительно, желаем всем хорошего урожая. Да, я думаю, что грядущие выходные, сейчас уже все-таки рабочие дни начались, но грядущие выходные тоже как-то порадуют любителей пособирать грибы в лесу. Вообще лес удивительная вещь, такое, знаешь, умиротворяющее, порой тихое место, где можно побыть наедине с своими мыслями. К сожалению, не всегда получается, по большей части получается, но бывают моменты, когда не получается такого эффекта достигнуть дома, и виной тому шумные соседи. Что делать, если квартиранты нарушают закон о тишине? Об этом и не только нам расскажет наш юрист. Нарушение пределов допустимого шума является основанием для привлечения к административной ответственности. Какие временные ограничения установлены?
Период времени, в который не допускается нарушение на территории Республики Саха-Якутия, с 21 часа до 8 часов по местному времени, это у нас в будни, с 22 часов до 10 часов утра, это у нас выходные дни, с 13 часов до 15 часов по местному времени ежедневно в части действия, предусмотренных пунктом 1. Но здесь нужно отметить, что законодатель обоснованно указал, что это не касается тех домов, которые введены в эксплуатацию недавно. То есть если прошло 1,5 года с момента ввода эксплуатацию дома, то, конечно, ремонтные работы в дневное время они допускаются. Но поговорим о том, какие штрафы предусмотрены. На самом деле не очень большие, но и достаточно существенные для кошелька любого человека. Значит, для граждан в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Здесь я хочу отметить, что шум может быть и из нежилых помещений мешать вам. Да? То есть у нас охраняются не только квартиры, это медицинские учреждения, это детские сады. То есть детские сады у нас некоторые находятся в жилых домах и не в жилых домах, да, это также социального назначения, то есть все помещения, как указал законодатель, где временно или постоянно проживают граждане. То есть любое помещение, где вы находитесь достаточно продолжительное время, в том числе гостиницы, также охраняются данным законом. И замечу, что на юридических лиц возлагается ответственность от 50 тысяч до 250 тысяч рублей, то есть это уже значительно. Сюда входит в том числе шум, если ваш дом находится рядом с торговым центром, рядом с автомастерской, рядом с иным объектом, который в ночное время круглосуточно работает и мешает вам спать, и вы докажете, что ограничения по шуму превышены, что это происходит постоянно, то, следовательно, также имеется основание для привлечения к административной ответственности. Какой порядок действий? Ну, безусловно, для начала, если это происходит в ночное время и никак не реагируют соседи, поговорим все-таки о соседях, следует вызвать милицию. Безусловно, законодательством установлено, что полиция не сможет проникнуть в жилое помещение соседей, но сделать им замечание, ставить протокол имеет право. Далее, чтобы измерить уровень шума, лучше обратиться в Роспотребнадзор. То есть вы информируете Роспотребнадзор о том, что имеется нарушение, что вам, проживающим в жилом помещении или в ином помещении, которое охраняется данным законом, мешает постоянный шум, издаваемый, возможно, соседями, возможно, торговым павильоном, возможно, нежилым помещением, вы даже не знаете, что там происходит. Роспотребнадзор должен отреагировать, выехать, произвести замеры и установить, является ли этот шум настолько громким, настолько выходящим за пределы санитарных норм, что может повлиять на ваше здоровье. Если это все установлено, будет административное производство, по которому виновник будет привлечен к административной ответственности. Но в рамках гражданского законодательства вы можете возместить свои затраты на измерение шума, если вы сделали экспертизу на платной основе, а также попросить компенсацию морального вреда, поскольку вы пострадали, не могли спать, работать, и это отразилось на вашей жизни. Дорогие друзья, помните об ответственности, уважайте друг друга, не шумите, и тогда благополучно будем жить в многоквартирных жилых домах. Ну и, конечно, напоминаю, что руководствуемся мы прежде всего региональным законодательством. Снова сейчас на связи будут наши коллеги из информационной службы со свежей подборкой новостей. Новые квартиры для детей-сирот на птицефабрике почти готовы в Якутске. Ввод 4-этажного дома запланирован в сентябре. Об этом в своем инстаграме сообщил глава города Евгений Григорьев. 23 квартиры предусмотрены для сирот и 70 квартир по программе переселения. Остались вопросы по подключению к сетям. Еще один объект строится на улице Чернышевского. В нем квартиры получат 37 сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 112 семей по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Готовность дома составляет 78%. Подрядчики отметили, что будут готовы сдать объекты до конца октября. Предприятие группы «Алроса» намерено взять в банке инвестиционный кредит в размере 2 миллиардов 150 миллионов рублей сроком на 7 лет для строительства газопровода к городу Удачный. Протяженность его составит 60 километров. Первоначальные капитальные вложения составят более 5,5 миллиардов рублей. Успех проекта будет во многом зависеть от скоординированных действий «Алроса» и администрации республики.
Дорожный фонд республики будет ежегодно направлять на ремонт дорог в Нерюнгринском районе не менее 100 миллионов рублей. Комплексная программа и план ремонта дорожной сети района на 2022-2026 годы были подписаны накануне в рамках визита в район руководителя региона Айсена Николаева. План включает в себя капитальный ремонт улицы Ленина с водоотведением, проспекта Дружбы народов, улиц Южно-Якутская, Строителей, Темптонская, дороги к больничному комплексу, улиц Кравченко, Пионерская, проспекта Мира, а также ремонт уличной дорожной сети поселков Чурман, Серебряный Бор, Беркакит, Золотинка и села Иенгра. Якутяне могут обучиться IT-направлению в ведущих образовательных организациях дополнительного образования. Программа «Персональный цифровой сертификат» реализуется с 2019 года. Она направлена на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Выдачу персональных цифровых сертификатов осуществляет университет 2035, выступающий федеральным оператором. В этом году длительность программ доп. Образования увеличена более чем в 3 раза. Участвовать в проекте могут жители всех 85 регионов страны. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Ну а у нас еще одна хорошая новость. Сборная России по пляжному футболу буквально вот этой ночью выиграла домашний чемпионат. Мы поздравляем нашу сборную. Да. Было бы еще приятно убрать из этого предложения слово «пляжный» и подумать, что сборная России по футболу стала победителем домашнего чемпионата. Тем не менее, мы поздравляем наших спортсменов. Пляжный футбол тоже достаточно такой интересный вид спорта со своими особенностями. Как минимум тем, что играют ребята без бутса и играют на песке. Когда-нибудь пробовали пинать мяч по песку без бутса? Это тяжело, я думаю. Это тяжело, да. Очень. И, возможно, сегодняшний день таким образом войдет в историю, во всяком случае, нашей страны. Тем не менее, сегодняшний день уже в некоторых странах и в мире отмечается такими знаменательными событиями. Так, например, сегодня Международный день китовой акулы. Интересно, да. Это кит-акула, да? Кит-акула? Да, кит-акула. А Республика Татарстан сегодня отмечает праздник День Республики непосредственно. И в союзном нам Казахстане сегодня празднуют День Конституции. Ну а с другими датами и событиями 30 августа знакомимся в рубрике «Даты события». Кит-акула. На календаре 30 августа. Сегодня отмечают День поджаренного зефира, день рождения компакт-кассеты, день пляжа, день доставленных посылок. Также сегодня отмечают день рождения электрического пылесоса, который был изобретен более 100 лет назад британцем Хьюбертом Сесил Бутом. Эта идея возникла у него в процессе наблюдения за машиной, которая сдувала пыль в поездах. Проверив свою догадку, Бут сконструировал довольно громоздкое устройство – пуффинг-билли, которое вначале работало на нефтяном двигателе, а со временем перешло на электрический. События в этот день. В 1829 году в Москве заложена каменная триумфальная арка. В этот день французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал проксиноскоп – прародитель мультипликации. Состоялось венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви села Тараканово. В этот день в СССР испытан первый советский паровоз без топки. В 1957 году в СССР для иностранцев открыты 5 городов. Также в этот день был установлен День работников пищевой промышленности, который традиционно празднуется в 3-е воскресенье октября. В 2002 году под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяженности мост через Амурскую протоку. Его длина составляет 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордно короткие сроки – всего за 1 месяц. В этот день родились Мэри Шелли, английская писательница, автор книги «Франкенштейн». Исаак Левитан, русский живописец-пейзажист. Эрнест Резерфорд, английский физик, отец ядерной физики, создатель планетарной модели атома. Леонид Шварцман, советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Анна Политковская, российский журналист, публицист, правозащитница. Камерон Диас, американская киноактриса и модель.
Именины сегодня отмечают Филипп, Павел, Мирон, Илья, Дмитрий, Алексей, Юлианна, Ульяна. Люблю рубрику «Даты и события», потому что внезапно можно узнать, что у тебя Сегодня именины. именины, да. Поздравляю, Паша. Да. Тем временем, буквально совсем вот уже через 2 дня, с 1 по 3 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме пройдут Дни якутского кино. Все фильмы, кинопрограммы будут показаны бесплатно. Зрителям покажут исторический фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан», комедию Романа Дорофеева «Поспешивший», военную драму Дмитрия Кольцова «Рядовой Черен» и многие другие якутские кинокартины. Якутское кино, оно уже достаточно давно шагает по России, вот можно прям так выразить, шагает по России, потому что популярность набирает, самобытность и так далее. Ну, может быть, не за горами и бум якутских сериалов. Да, служба сериалов нашей компании готовится к новому сезону. Чем порадуют они телезрителей в новом сезоне, узнаем далее. Всем доброе утро, всем телезрителям «Утро Якутии». Сейчас у меня в руках находится видеокамера. Именно на такие видеокамеры снимают телесериалы на телеканале НВК «Саха». Давайте мы познакомимся с производством сериалов поближе. Лена, скажи вначале, над каким сериалом вы сейчас работаете? Так, название у нас рабочее. Мы, кстати, никому не говорили пока. Ну тогда пусть будет секретом. То есть, Да. А когда увидят зрители? Это после Нового года выйдет. После Нового года увидят. Сейчас у меня на руках отрывок из сцен. Сегодня будем снимать на натуре. Вот на даче собралась компания. То есть вот здесь Вот будет здесь, ага. проходить вся сцена. Мгм. А сколько уходит времени у актера, например, выучить сцены? Ну, это по-разному. Кто-то может уже дома выучить прийти, Ага. а иногда бывает прямо на площадке, Мгм. по ходу. А как Репетируем. лучше? На площадке или Не, заранее? конечно, когда готовы приходят, быстрее съемка идет. Мгм. А так, получается, больше неудачных дублей выходит, да? Бывает такое. Мгм. Несколько дублей можем писать. Вот говорю сначала сцену какую. Например, здесь написано 10:30, потом кадр 1, дубль 1 и звук. Еще тут пишем дату, операторов и режиссера. Мгм. И это берет с камера, Да. а потом И хлопаем. именно по этому хлопку синхронизируется звук с видео. Да. Это достаточно важный на самом деле, да? Да. Предмет. Как он называется? Хлопушка. Хлопушка. А кто занимается реквизитом и так далее? Да, тоже я занимаюсь. Ты занимаешься, ага. да? Что-то купить, что-то сделать, вот. Какой был приготовить. самая сложная сцена? Вот, например, мы снимаем одну сцену, потом следующую сцену не в этот день снимаем. И вот должны быть пирожные, например. Ну, Такие же. одинаковые, да, найти это было сложно. Слушай, точно. Как Чтоб выходили из ситуации? ляпов не было. Ну да. А вообще тематика сериалов вот на НВК Саха, она как больше комедийная или драма, или... В основном мелодрама. Мелодрама. Мгм. А так ситкомы тоже выходили. Мы сейчас ждем актеров. Актеров кто двоих. должен подъехать? Так, актеры у нас Ника, Ольга Спиридонова и Владимир Хлопков. Вообще на сериал идет какой-то кастинг определенный? Раньше мы кастинг делали, сейчас вот из-за пандемии уже не можем. Мгм. И начинаем по интернету, приглашаем кого-то. Ага. Мы по ходу можем даже кого-то поймать, сказать, сыграй нам. И циркуляторов, санитайзеров по выгодным ценам. Акция «Маски по 2 рубля». Инфратерм. 8 800 250 39 01. Благодаря акционерной компании «Алроса» впервые в городе Якутске в чемпионате первенства по кикбоксингу в разделе К1. Генеральным спонсором является акционерная компания «Алроса». От имени Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия благодарим и желаем дальнейших успехов. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. «Алроса» – якутская компания. В меховых салонах «Торнадо» новая эксклюзивная коллекция шуб, дубленок, парок и пуховиков. Весь сентябрь скидки на новинки и рассрочка до 2 лет. «Торнадо» – все лучшее с выгодой. Доброе утро! Вы смотрите программу «Утро Якутии». Как мы говорили до рекламы, впереди нас ждет новый телевизионный сезон. И
мы готовим для вас много всего интересного. Да, в том числе частности, служба сериалов НВК «Саха» готовит много чего-то такого замечательного, что можно будет посмотреть, возможно, долгими холодными вечерами осенью с чаем, печенюшками, бутербродами, ну, как вы любите сериалы смотреть. И прямо сейчас у нас в студии Наши коллеги, да, начальник службы сериалов НВК «Саха» Марфа Пермякова и режиссер службы сериалов Лена Эверстова. Доброе утро, дамы. Доброе утро. Ну, что же нового вы все-таки готовите для зрителей? Что планируете? Что будет интересного? Как мы уже сказали, вечерами, зимними, холодными смотреть. ну, осенними хотя бы. Да, ну, еще раз доброе утро, дорогие телезрители. В этом телесезоне мы планируем показать 5 сериалов. Ух ты! Начнем с октября месяца. Как раз зимними вечерами можно смотреть сериалы якутские. Да? Первым у нас пойдет сериал «Камень счастья» по сценарию Даны Сар, режиссер Марина Платонова. Потом выйдет сериал «Взаперти», опять же по сценарию Даны Сар, снимала Радомира Афанасьева. Сейчас вот съемки закончились, идут монтажно-тренировочные работы. И в данное время вот снимается параллельно 2 сериала, один из которых вот снимает Лена Эверстова, другой снимает Марина Барашкова. Сериалы будут один за одним, да? Да, конечно, у нас с октября мы вот стартуем, октябрь, ноябрь, декабрь, потом вот после новогодних каникул, январь, февраль, да, и в марте. Как вообще вот рождаются сценарии, идеи сериалов? Как вот это, так бац, вот снимем про то, или же долгая работа, когда вот прям... Ну, нам повезло, потому что среди нас, вот наших коллег, оказалась Сардана Сивцева, Дана Сад, она сама писатель, поэтому она плавно перешла к нам, уже сценаристом, поэтому вот мы с ней обсуждаем, она приходит со своими идеями, поддерживаем, вот что-то обсуждаем в ходе, и она уже пишет. Но мы знаем, что якутскому зрителю очень полюбились якутские сериалы. Вот в чем секрет успеха якутских сериалов, на ваш взгляд? Ну вот, когда мы смотрим российские или зарубежные сериалы, да, или фильмы, нам кажется, что это происходит где-то очень далеко, не с нами, да. Когда вот смотрим сериалы на родном языке, тем более тут знакомые актеры, знакомые локации, да, и тогда мы уже проживаем как бы с ними реальную жизнь. Поэтому вот этими привлекает и, конечно же, сюжет и игра актеров. Ну, то есть вот это вот ощущение, что, возможно, история происходит буквально Да, в соседнем дворе. да, потому что все знакомое, это столица, это наши деревни, это буквально могут быть в массовках знакомые, да, поэтому люди с большим интересом смотрят. Вообще расскажите о производстве сериалов, то есть как проходит, опять же, подбор актеров, да, как съемочный процесс организуется? Ну вот об этом расскажет Лена. Ну, у нас не отличается от кино вот съемочный процесс, да, Во-первых, она делится на 3 этапа: подготовительный, съемочный и уже монтажно-тренировочный. Самое главное, надо подготовиться к началу. Вот после получения сценария я обычно ее просматриваю, изучаю, выписываю, сколько актеров нужно, там локации какие нужны. Потом начинаем мы подбор актеров. Это кастинги, да? Какие-то проводятся? Да. Потом сам съемочный процесс, ну и, конечно, уже монтаж, озвучка, цветокоррекция. То есть такой постпродакшн, да, так называемый. Ну это сейчас модно. Постпродакшн, продакшн и препродакшн. Сегодня очень много, да, зарубежных слов в нашу лексику входит, почему бы не использовать? Ну вот вы сказали про сценариста Дану Сарт, да, а помимо нее еще с кем-то идет сотрудничество? Да, планируете ли? К нам еще пришла Октябрина Шестакова, тоже наша коллега. По ее сценарию уже мы показали ситком «Будем счастливы», да, с успехом прошел, тоже молодежный такой. Сейчас она работает над другим тоже. И еще вот в декабре, который мы покажем сериал, это нам написала, принесла вот вообще сторонний человек, Варвара Иванова. Она с идеей пришла к нам еще позапрошлом году, сама захотела написать сценарий, поэтому вот мы сотрудничаем.
Ну вот такой вопрос немного странный, конечно. Ну, это нормальное явление, когда многие телеканалы в разных странах производят там сериалы, адаптации каких-то зарубежных. Есть ли, может быть, в планах сделать какую-то адаптацию российского сериала, зарубежного, именно под такой якутский манер? Да. Ну да, об этом мы, конечно, тоже думаем. Кстати, наши сериалы тоже, возможно, мы можем... Татарстан, вот, например, заинтересовался, да? Такое тоже может быть. Но пока это в планах. Пока мы своими силами снимаем и будем снимать. Да, было бы здорово, если бы по нашим сценариям, да, снимались и голливудские фильмы. Почему нет? В сериалах мы знаем, что используются различные саундтреки. Это даже вот нужно даже, наверное, угадать, да, с саундтреком, потому что он всегда будет ассоциироваться у зрителей с фильмом. Да, вот с какими певцами, музыкальными артистами вы сотрудничаете в этом плане? Ну, все зависит от настроения сериала, да, от фильма. Заказываем, конечно, знакомым, артистам. В основном, кто это? Ну, по стихам, да, у нас есть поэт местный, Виктор Хон Омукола, мы ему заказываем. Еще вот Елизавета Эдуардовна, наша коллега, написала. И мелодию тоже вот артисты сами пишут. Но иногда бываем уже готовые берем, если подходит. Да, вот у Лены. Готовые. У меня вот последний сериал «Аллах Аллах». Мы уже готовы взяли, потому что по тексту подходило. Все совпало. Все совпало, да. Что ж, уважаемые коллеги, Лена, Марфа, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Напомним, в октябре уже начнется первый сериал «Новый камень счастья», так что оставайтесь на наших телеканалах. Да. Ну а мы продолжаем тематику кинематографа, поговорим о том, что не только люди могут быть героями кинофильмов и актерами. Детеныш косули по кличке Кайса, которого в одном из островов спасли неравнодушные якутяне, сняли в эпизоде фильма кинорежиссера Константина Тимофеева. Спасенный людьми детеныш сыграл небольшую роль в новом фильме «Лоокут Онна Нюргугун». Режиссер отметил, что до места съемок Кайсо добрался спокойно и даже засыпал по пути. Напомню, новорожденного детеныша косули спасли на острове близ Якутска в начале июня. Поначалу косуленок был слаб, но после осмотра ветеринаров и капельницы почувствовал себя намного лучше. В данное время он содержится в контактном мини-зоопарке «Зоополис». Ну, как из сказки, да? Бэмби мне сразу вспомнилось. Косуля, которая стала героем кинематографа. Тем не менее, животные, это вообще братья наши меньшие, часто проживают в зоопарке, и зоопарки тоже делятся на разные такие. Есть, где конкретно отлавливают животных, но сейчас их меньше. Есть те, где содержатся животные, которые уже не могут выжить, в принципе, в дикой природе. Так, зоопарк Саканго в Мексике с радостью сообщил о появлении на свет в неволе 3 африканских львят. Они родились почти 2 недели назад и с тех пор заметно подросли. Да, детеныши научились есть из бутылочки, так как мать оказалась не в состоянии прокормить ненасытных малышей. И подробности в материале Анастасии Дмитриевой. 3 африканских львенка отрабатывают свой первый рык в мексиканском зоопарке Саканго. Питомник в этом году наблюдает редкий бум рождаемости в вольере для львов. Детеныши появились на свет 13 августа и, как сообщается, находятся в добром здравии. Смотрители зоопарка отделили львят от их матери после того, как у нее пропало молоко. Теперь малышей кормят из бутылочки каждые 3 часа. Детеныши будут находиться под постоянным наблюдением в течение первых месяцев своей жизни. Африканские львы в дикой природе в основном обитают на юге и востоке континента. По оценкам зоологов, за последние 2 десятилетия их популяция уменьшилась в половину. Основные причины – изменения климата, болезни и вмешательства человека. Доброе утро! Праздник мировых рекордов прошел в Кабардино-Балкарии. На высоте свыше 2000 метров на уровне моря участники установили около 30 мировых рекордов. Да, попробовать свои силы мог любой желающий. За время праздника были побиты спортивные, культурно-развлекательные и даже гастрономические рекорды. Например, участники приготовили шашлык длиной 99 метров, который организаторы посвятили годовщине государственности Кабардино-Балкарии.
Изюминка всех этих рекордов в том, что они будут установлены на высоте выше 2000 метров. Какие-то будут на высоте более 4000 метров. Какие-то будут установлены именно на вершине Эльбруса. И это придает определенный окрас всем этим рекордам. Мы сейчас увидели очень для нас шокирующее зрелище. Мировой рекорд. Шашлык длиной в 99 метров и хычин диаметром в 2,5 метра. Это здорово. Мы сейчас послушаем концерт и обязательно что-нибудь отведаем. Мировые рекорды устанавливались как в личных, так и командных дисциплинах. Несколько десятков зрителей выполнили одновременное 10-кратное приседание. По словам организаторов, каждое достижение зарегистрируют в ежегодном выпуске книги рекордов России, а Кабардино-Балкария по итогам фестиваля станет рекордсменом среди субъектов СКФО. Что ж, а эти 57 минут пролетели практически незаметно. Надеемся, что вам было интересно с нами. Хочется еще, но дадим волю нашим коллегам тоже поработать, порадовать вас в эфире телеканалов Якутия-24, НВК Саха. Ну а мы, Катерина Винокурова, Павел Танин. Желаем вам отличного, бодрого понедельника.